Запись в первый класс, так же как и в прошлом году, пройдет в два этапа. Первый этап начнется уже завтра, 1 апреля, и продлится до 30 июня. В этот период свое заявление должны оставить родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории, а также те, у кого есть преимущественное, внеочередное и первоочередное право. Преимущественно право – это дети, сестры, братья, которые вместе проживают, учатся в той или иной школе. То есть у родителей будут, кроме закрепленной территории, подаваться в те школы, где учатся старшие братья и сестры, которые совместно проживают. Также в первом этапе идут дети льготной категории. Это дети сотрудников Следственного комитета, судей и прокуратуры. И с первоочередной правом это дети сотрудников полиции и военнообязанных. Рассмотрение поступивших заявлений должно завершиться не позднее 14 дней, после чего школы начнут вызывать родителей с оригиналами документов, с паспортом законных представителей, пропиской и со справкой с места работы для внеочередников. Между тем, 6 июля начнется второй этап приема заявлений на оставшиеся свободные места. В первые классы идут дети 6 лет 6 месяцев на 1 сентября. Если возраст ребенка меньше этого, то надо подать заявление в управление образования, отдел общего образования, чтобы они посмотрели документы готовности к школе, это медицинская карта с детского сада, и наличие мест в образовательном учреждении. Тогда может быть принято решение, то, что ребенок пойдет в этом году или в следующем учебном году. Один из самых крупных по количеству детей школ в Якутии, школа номер 31, в предстоящем учебном году планирует зачислить в ряды первоклассников 195 детей. В следующем учебном году мы планируем открыть 6 первых классов по адресу Каландрашвили, 34. В каждом классе по 30 вакантных мест. Также планируем открыть дополнительный малокомплектный первый класс, первый И-класс на 15 мест по адресу Чернышевского, 52. По данному адресу расположены дополнительные классы нашей школы с 1 по 4 класс. Первый этап подачи заявлений, напомним, начнется уже завтра в 9 часов утра. В этом году заявления принимаются только через портал государственных услуг Е-Якутия. При этом закон не запрещает родителям подавать заявление в письменном виде, но в этом случае школа все равно попросит внести данные о ребенке в портал государственных услуг. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Капсула времени «Летопись школы номер 5». Под таким названием сегодня в музее имени Ярославского организовали круглый стол. История школы непосредственно связана с именем купца, первой гильдии, мецената, почетного члена Якутского благотворительного общества, видного деятеля местного самоуправления Николая Кривошапкина. На средства купца в Якутске было построено двухэтажное здание на каменном фундаменте под якутскую второклассную учительскую школу, а ныне номер 5. Николай Иосифович родился в 1837 году в Аймиконо-Барагонском наследии Баягантайского улуса. Изначально дата появления пятой школы датируется 1907 годом, но в ходе изучения истории называется другая дата – 1735 год. Историю нашей школы мы очень углубили. Именно поэтому сегодня мы организовали круглый стол, чтобы представить образовательной, научной общественности нашу версию, закрепленную архивными данными, конечно, нашу версию принадлежности к истории, глубокой истории. Поэтому сегодня мы ждем вопросы, на которые будем отвечать в дальнейшем.